Всем привет, дорогие друзья! В эфире программа «Пропеллер». И вы смотрите 460-й предновогодний выпуск. С наступающим, друзья! Ура! Уже в каждой квартире пахнет мандаринами, везде стоит елка, и все ждут Деда Мороза и Снегурочку. В этом году я опять буду... Дед Мороз, 2500. Ребят, давайте быстрее. Подарки уже должны быть куплены к этому моменту. Вы должны только их замотать, запаковать. Я вот, допустим, ничего из этого не успел еще сделать. Как и все, мы всегда все делаем в последний момент. Декабрь для всех это время для отдыха, нарезать оливьешку, запаковать подарки, а у нас декабрь это трудовые, рабочие будни, суровые, без выходных. Так-то я купил подарки. Наш предновогодний выпуск откроет сюжет про книгу «Санта Хрякус». Необычное название. Я когда первый раз услышала «Санта Хрякус», я думала, опечатка, что ли. Но это действительно так. «Санта Хрякус» написал Терри Пратчетт. Необычная, веселая предновогодняя книжка, которую нужно прочитать и поднять себе настроение. Ну, мне вот стало интересно, есть ли вот предновогодние книги, которые поднимают настроение, или... Ну, вот лично у меня предновогодних нет. У меня есть те книги, которые я люблю читать как раз вот после Нового года, когда еще идут новогодние каникулы. Допустим, это Эдмонд Гамильтон «Звездные короли». Должен быть плед под елочкой, ты там должен лежать, читать книгу, там кушать мандарин. И освежитель хвойный-то. Ну что, давайте посмотрим наш сюжет о Санта Хрякусе и поднимем себе предновогоднее настроение. Я как хряк сказал, да? Ну что ж, мои маленькие любители книг, мы продолжаем наш цикл обзоров разной литературы, которая нравится мне или не нравится. В данном случае мы будем обозревать книгу замечательного британского автора Терри Пратчетта. Эта книга просто пронизана рождественским духом. Книга эта называется «The Hogfather», что у нас перевели как «Санта Хрякус». Книга очень крутая, и по ней в свое время был снят телевизионный фильм. Фильм тоже классный, он полностью заряжен на новогоднее настроение или на рождественское настроение. Примерная завязка такова. Санта Хрякус, то есть наш аналог Санта-Клауса, пропал из плоского мира. И теперь внучке Смерти приходится его найти, а Смерти в это время нужно исполнять роль Санта Хрякуса. Let's go slay them. Смерть в произведениях Терри Пратчетта занимает достаточно большое место. Во-первых, это он. Это антропоморфная сущность, которая обладает прекрасным чувством юмора, как ни странно. Конкретно эта книга посвящена похождениям внучки Смерти. Не стоит бояться этого, потому что Смерть в книгах Терри Пратчетта — это скорее положительный персонаж, который пытается сохранить общий мировой порядок и равновесие. Ho, ho, ho. Книга полна черного юмора, полна современного юмора, прекрасного английского языка. Это не классическое фэнтези, хотя здесь есть и гномы, и эльфы, орки с гоблинами, но при этом здесь все они играют совершенно другую роль, нежели в классическом фэнтези. Мало таких авторов, которые могут писать смешно и в то же время поднимать серьезные темы и при этом писать такие книги, после прочтения которых вы чувствуете какой-то маленький, может быть, катарсис, и закрываете последнюю страницу книги, и на вас накатывает экзистенциальная печаль, потому что книга закончилась, и вы вынуждены попрощаться с героями этой книги. Good night, granddaughter. Sleep tight. Я был на лекции Терри Пратчетта, которую он устраивал, когда приезжал в Москву. Там Пратчетт говорил о том, что он не пишет фэнтези, просто стоит добавить маленького жалкого дракона в свою книгу, и тебя уже все заклеймили как автора фэнтези. И проблематика книг здесь гораздо шире, чем в фэнтези, и общий диапазон книг, конечно же, гораздо шире, чем в классическом фэнтези с мечами и магией. Терри Пратчетт считается самым успешным британским автором, постоянно входит в различные топы мировых авторов. Во-первых, прекрасное чувство юмора, а во-вторых, прекрасная эрудированность, которая постоянно проявляется в его произведениях. В-третьих, потрясающий мир, который Терри Пратчетт создал. Этот мир называется плоским, потому что он плоский. Просто шикарная литература во всех смыслах. Это не просто беллетристика. Это прекрасная, очень остроумная, очень живая литература. Я могу посоветовать ее практически всем.
Литературное наследие Терри Пратчетта очень велико. Помимо книг о плоском мире, есть еще прекрасные его работы, как отдельные, так и совместно с другими известными авторами. Особенно я хотел бы отметить книгу «Добрые предзнаменования», которую Терри Пратчетт написал в соавторстве с Нилом Гейманом. Если вы еще не читали книги Терри Пратчетта, я всячески советую вам ознакомиться с ними. А на этом у нас пока все. Наше книжное обозрение заканчивается. Всем привет! Всем привет! Здрасте! Мы продолжаем наш предновогодний выпуск. Вообще, вы что планируете делать на Новый год? Как его встретить? Встретить дома, может, встретить на площади. Не знаю, вы куда-то уезжаете, улетаете, кто в Таиланд, может. Что вы киваете? Как вы встречаете? Я вас Ну, спрашиваю. в прошлом году я провел самый замечательный Новый год. Я провел его лежа в ванной и болтая с подругой по скайпу. Вау. Да, ну и в общем, этот Новый Ну, год это я хочу было встретить необычно. нормально. Это было необычно, у меня еще был кефир, и вообще клево было. Что хочешь на Новый год? Носки теплые. Ты хочешь носки теплые на Новый год? Ну, они никогда не получаются. Желание вообще. Но они должны быть Я красивые. хочу Infinity, например. А ты что хочешь на Новый год? Мне кажется, важен не сам подарок, а важно то, как тебе его преподносят. После уже детского сада новогоднее настроение, оно куда-то постепенно улетучивается. Не, главное воспоминания. Если ты плохо встретил прошлый год, ты не будешь ждать следующий, потому что у тебя нет таких теплых воспоминаний, может чисто из-за этого. Мне сейчас очень нужен психолог. Ну что ж, на такой замечательной ноте предлагаю перейти к нашему сюжету. Этот сюжет посвящен мероприятию под названием «Нулевая арктическая биеннале». Приезжий художник из Москвы, он показывал аудиовизуальную проекцию. Лазерное шоу какое-то. Ну, я к тому, что современное искусство выражается не только в картинах, оно выражается в скульптуре, оно выражается в аудио, в видео. Во мне в выражается эффектах. современное искусство. Нет. Спасибо. Аудиовизуальный проект, о котором ты упомянула, был создан автором во время его путешествия на Таймыр. Человек, посмотрев на северное сияние, создал свое видение на это. Как ты видишь северное сияние? Я его ни разу не видел, я не могу его как-нибудь описать. Ты ни разу не видел северное сияние? Нет. Там, на небесах, начал по фильму. Мероприятие само проходило в оранжерее. Было очень интересно сходить туда, посмотреть. Цветочки понюхать. Но я их не нюхала. Ну, место проведения вообще мероприятия тоже играет большую роль. Если бы это проходило в музее, допустим, просто обычном, в 4 стенах, это не так круто было бы. А так пришел, посмотрел северное сияние, понюхал растения, прикоснулся к искусству. Все, поехали. Ну что, предлагаю проникнуться атмосферой всего того, что происходило в оранжерее. Давайте посмотрим сюжет. В современном искусстве множество различных направлений, и одним из них является аудиовизуальный проект. Ну а в рамках нулевой арктической биеннале к нам в гости приехали авторы из Москвы, чьи работы мы можем увидеть здесь. Расскажите об этом проекте, что он из себя представляет, какие цели преследует. По сути, это первый такой проект в республике, направленный на science art. То есть это синтез искусства и науки. Научное познание становится творчеством, а творчество становится способом исследования. Нравится эта обстановка, мне нравятся эти растения. Просто как хорошо они все разложили, как все хорошо продумано. Тут можно найти новые знакомства, увидеть какие-то новые лица, которые раньше ты даже не придавал значения тому, кто этот человек вообще. Очень такие забойные группы. В юности тоже отдал дань этому. Вот, как-то бывал на квартирниках группы кино. Современное искусство на данный момент – это один из эффективных способов продвижения городов и территорий. Помимо того, что оно интересно само по себе. Я считаю, что современное искусство Арктики, оно заслуживает того, чтобы продвигаться, для того, чтобы быть популярным. И более того, Якутск – очень хорошее место для развития таких опытов.
В этом мероприятии это затрагивание вопроса Арктики. То, что мы не видим, просто делаем вид, что не замечаем. На самом деле вопрос Арктики очень важен. Арктика представляет себе холодом, а в холоде растения не цветут. И они хотели придать этому значение, то, что это все по-другому, не как кажется. Не просто красивое место, хотя это, конечно, очень красивое место, оно идеально подходит для каких-то камерных, очень вдумчивых проектов. Хорошо сочетается с музыкой, тут хорошая акустика. Если искусство занимается пространством, это настоящая геокультура. То есть в широком смысле это не только наука, это образ жизни, это искусство, это умение жить со вкусом в том пространстве, в котором ты родился или вырос, или просто вот тебе интересно здесь. Меня зовут Петр Ладен, я художник. Выпускник Московской школы фотографии и мультимедиа имени Рощенко. На нулевой арктической биеннале я представляю проект «Арктичность-1», который я сделал совместно с Николаем Смирновым во время экспедиции на Таймыр в 2014 году. Расскажите, о чем ваш проект, какие цели преследует? Мы же все же художники, да, мы же не антропологи. Ну, мне захотелось найти возможность выразить как раз чувственный опыт, да, вот эти переживания, они казались гораздо важнее и точнее в плане разговора о той части Арктики, том времени Арктики, в котором мы оказались. О чем еще проект? О любви, конечно же. А к нам присоединился Иван Бронин. Всем привет. И, значит, мы продолжаем разговаривать про наступающий, неминуемо, как победа мирового коммунизма, Новый год. Да, праздничная суета, подарки, бешеные люди вокруг. Деда я бородатого не жду, между прочим, за неделю. Ты сам дед бородатый. Я сам уже. Между прочим, я, наверное, один из людей, кто не любит наряжать елку. Самое классное, елку наряжать. Маша просто проклянет сейчас. Ну, мне не очень нравится. Нет, я готов нарядить елочку, только маленькую. А еще у нас дома это, ну, соответственно, китайская елка, вот эта пластмассовая. Загореться может. Ну, а то есть живая елка не может загореться, да? Давай вообще полыхай, Она прям только не с леса горит. несешь, она уже горит. Уже горячую в избу ставишь. Ну а мы переходим непосредственно к теме нашего сюжета. Тема у нас будет о новогоднем столе. Ну, а наши коллеги Илья и Марина решили запилить новогодний сюжет касаемо вкусной и приятной еды. Они заранее подумали о том, чем они будут сладким угощать гостей, и решили приготовить панакоту. Достаточно необычный десерт вообще для Нового года. Я никогда не готовил десерт на Новый год. Я мужик, а я... Хорошо, а не на Новый год ты каждый вечер приходишь, начинаешь капкейки. Я обычно в Новый год готовлю мясо какое-то. У меня, например, мама всегда пекла торт Прага каждый год. И вообще на каждый праздник, и на Новый год, и на день рождения. Вообще всегда просто пекла при любой ситуации. Мам, что сегодня на обед? Торт Прага, деточка. Ну, это было не совсем так. Вообще, я отказываюсь от категорически от классических блюд, таких как оливье, курица, пюре, котлеты. Как? Потому что Нет, я хочу конечно, чего-то могу простить нового. оливье, но пюрешка. Ну, может быть, приготовить курицу, но в другом варианте. Не запекать ее, как обычно. А съесть ее сырой. И не ощипанный. Ты такой открываешь, это... Год петуха же. Действительно. Ну, вместо салата, допустим, оливье, я бы сделала... Торт Прага. Сегодня мы пришли в гости к Марине Никоновой, чтобы приготовить один прекрасный североитальянский десерт. Панна-кота. С самого начала нам необходимо замочить желатин как минимум на 10-15 минут. Сливки должны быть 30%. У нас домашние сливки. Смешиваем с сахаром сразу же. Сразу же? Ну а что, нет, что ли? Она булькает. Это точно сахар, не стиральный порошок? Обычно человек, который что-то взбивает венчиком, как будто бы понимает, что делает. Как будто ты уже не в первый раз это делаешь. Поэтому венчик — это профессиональная штука. Растворяем сахар, сахар растворился. Ура!
мы разрезаем вдоль нашу ванильку. Если честно, никогда раньше не препарировал стручки ванили, поэтому то, что сейчас происходит, это, конечно, немножко сюрприз для меня. Кстати, стручок ванили можно использовать как освежитель для дома. Вот мы только открыли пакетик, и уже по всей кухне запах ванили. Причем легкий и ненавязчивый. Переходим к плите. На сливки нельзя доводить до кипения, мы снимем их с появлением первых же пузырьков. Сливки у нас вскипели, дозрели, поэтому мы сейчас их переливаем в другую емкость Вот и сюда. смешиваем с желатином. И туда же опускаем наш желатин. Теперь нам нужно очень хорошо и тщательно все перемешать. Кажется, я знаю, зачем придумали миксер. Мешай, мешай. Давайте на двоечке, да, наверное? Точно все? Там. Молодец какой. Мы сделали североитальянскую панакоту. Теперь мы делаем Якутскую панакоту. нормальную якутскую панакоту. Ну, во всяком случае, по калибру. Так же, как с любым другим желе, помещаем в холодильник примерно на 3 часа. Можно на 1,5? Что мы, значит, сделаем с нашей панакотой, которая получилась такой после холодильника прикольной, двухслойной и Вкусно пахнущий. застывшей. Берем сахарную пудру Берем сито и начинаем. и начинаем. Ой, смотри, он же уходит, сахар уходит. Украшаю я ее ягодками, почти свежими. Ну, в общем, вот такая панакота. Еще бы зеленый листик, и было бы супер. Хватит есть ягоды. Ну что ж, дорогие друзья, получилась замечательная панакота. Очень красиво, очень эстетично. Настоящий итальянский десерт у вас дома. Пусть он украсит ваш новогодний стол. Всех с наступающими праздниками. Всем пока. Друзья, а вы смотрели 460-й выпуск нашей телепрограммы. Готовьте оливье и смотрите программу «Пропеллер». Не смотрите телевизор, смотрите наш канал на ютубе Проб ТВ. Всем пока. Пока-пока. С наступающим, друзья! Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение управления, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит. Будущее в твоих руках. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.